А ягоды крупные. Уже во второй раз за год клубника в этой теплице вырастает почти до размера яблока, без каких-либо химикатов, вредителей и сорняков. Все благодаря труду 12 местных жителей. Каждый день у нас проводятся мероприятия в теплице. Мы выпалываем сорняк из лунок. Поэтому, хотя на улице и холода, здесь, конечно же, всегда тепло. Плюс постоянный капельный полив. Для этого прямо под корневищем скрыты специальные мини-лейки. Именно из-за них клубника всегда такая крепкая и свежая. 50 тысяч саженцев мы высадили. На следующий год мы планируем увеличить в 3 раза количество высаживаемых саженцев. Через 3 года они хотят стать лучшими в Поволжье, через 5 уже в России. А вот Булат Зиганшин уже успешно работает в республике. Получив грант, он разводит индюков. Где-то рублей 170-180 выходит. Дороже должно быть. Следующая партия. Мадья Кузнецов. Подписано. Поздравляем. Селяне могут становиться еще успешнее. Пример — этот меморандум. По нему продукты из татарстанских грядок будут отправляться уже за границу. Это полностью экспортно ориентированный продукт. Мы своих клиентов подводим под нацпроект «Бренд России». Село является хранителем наших лучших традиций, обрядов, хранителем языка и культуры каждого народа. Задача, по мнению Фарида Мухаммедшина, сохранить село. Для этого нужно обсуждать проблемы и искать пути их решения. Отказали в кредите, непонятно по какой причине. Основная причина — новое дело, не понимают, как это будет работать. Есть предложение обратиться в единый центр кредитования. Это люди, которые показывают пример, как надо трудиться и системно организовывать бизнес. Но деловых людей немало. Найти их, предложить им участвовать в тех грантах и той помощи, которую республика оказывает. Вот эту задачу мы детально обсудили. Главный итог такой поддержки налицо. Больше половины всей сельхозпродукции в Татарстане производят фермеры. Дальше поиск путей улучшения их условий и перспектив. Рамиль Шайдуллин, Рамиль Гарипов, ТНВ, Зеленодольский район.